9 января исполнилось 85 лет со дня рождения известного литературоведа, текстолога, критика Алексея Афанасьевича Ермолаева. Что об Ермолаеве сказать можно очень много. За заслуги в развитии литературы ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Удмуртской ССР». Присуждена премия имени Кузевая-Герда. Он награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета УАССР. Сегодня мы вас пригласили на презентацию. На презентацию необычную. Такого в библиотеке еще не было. На презентацию электронного трехтомника. Трехтомник этот набран в издательстве Инвожо. Собрала, то есть весь материал сгруппировала вдова Алексея Афанасьевича Нина Георгиевна Ермолаева. Она сегодня присутствует в нашем зале. Пока сегодня книга представлена только в Национальной электронной библиотеке. Хотелось бы сказать об нашей электронной библиотеке. Это такой уникальный ресурс, краеведческий именно в плане Удмуртии. Там представлено более 37 тысяч документов. Каждый месяц мы пополняем примерно 500 документов. То есть это постоянно развивающийся ресурс. Там есть как книги по краеведению Удмуртии, так и художественная литература местных авторов. Очень большой раздел с периодикой. Причем периодика как современная, то есть постоянно пополняющаяся по районам, в электронном виде поступающая, так и оцифрованная, это с 20-х годов прошлого века. Причем многие газеты вы можете прочитать уже только в электронном виде, потому что мы их отсканировали и убрали, так как они уже начинают, к сожалению, рассыпаться. Но, тем не менее, мы не стали убирать их совсем из доступа, мы отсканировали, пожалуйста, вы можете заходить читать. Это все бесплатно, это все свободно. Никакой регистрации, ничего не требуется. Это книги не только нашего фонда, это книги и Сарапульской библиотеки, вот мы сейчас начали создавать коллекцию, это книги Глазовской библиотеки, это книги именно по Глазову, это памятные книги Вятской губернии, это книги Некрасовской библиотеки, это книги удмуртского языка, истории и литературы, достаточно редкие фонды, там, кстати, есть очень интересная Ижевская правда, вот как раз 20-х годов прошлого века, то, что нету даже в нашей библиотеке. Вы можете зайти на сайт, поискать там. У нас есть поиск по автору, у нас есть поиск по названию, у нас есть поиск по году издания. То есть достаточно беспроблемно найти все, что надо, даже если вы не знаете, в какой коллекции это находится. Вы можете зайти в саму книгу, поискать по самому тексту книги. Да, там тексты не целиком распознаны, да, понятно, что никто не читает целиком, но в принципе найти то, что надо, информацию вы можете легко. Единственное, вы не сможете распечатать и вы не сможете книгу скачать. Это защищено авторским правом, к сожалению, да. Но онлайн почитать можете всегда. Если возвращаться к трехтомнику Алексея Афанасьевича, в первый том «Удмурт литература скрылы тысячёс» вошли статьи об удмуртских писателях и об их творчестве зачинателей удмуртской литературы и до начала 21 века. Это авторы расположены по алфавиту, это Шальчиоки, Байтеряков, Белоногов, Блинов, Бутолин, Ванюшев, Васильев, Кутянов, Арсергий, Федотова, Чернова и другие. Во второй том литература удысыч аженскон йос шоры учкон. Удмурт литература на сижем статьяос, но рецензиос. Сюда вошли критические и публицистические статьи, написанные в разные годы. В основном это в период с 1956 по 2006. И в третий том об удмуртской литературе, третий том на русском языке. Он доступен и для русскоязычного, и для удмуртскоязычного читателя. В третий том включены статьи, рецензии, обзоры, публицистические размышления и даже рецензии на рукописи книг, отзывы на дипломные работы студентов и планы учебных курсов. Если бы не было такой жены, наследницу Алексея Афанасьевича, наверное, все это было бы разбросано, я говорю, Нине Георгиевне, потому что столько сделано, столько собрано, и казалось, что скромное наследие, но с 3 тома
собрано это так много. И я думаю, вообще Алексей Афанасьевич первый критик, такой значительный, большой. Это он не литературовед в таком классическом смысле, он писатель. Потому что критика – это писательство. Потому что критика – это образный язык, это художественный язык. И вот долго я не могу говорить, потому что много выступающих будет. Я хочу вам зачитать слово, которое я произнес, я записал было, долго думал над этим, когда провожали последний путь Алексея Афанасьевича. И так совпало, что хоронили его из зала печати, откуда не оказалось какого-то такого торжественного зала. И вот я хотел осмыслить, когда, и я думаю, я сейчас не отказываюсь, просто сейчас вполне было бы представлено его творчество, видя уже все это. Я вот написал, это немного. Здесь нас немного, и это неудивительно. Дело не только в том, что панихида проходит далеко от центра города. Дело в том, что критик – профессия не массовая. Более того, критик нередко остается одиноким, непонятым, непризнанным, замолчанным. И было бы нелогично, парадоксально, и это было бы даже иронией судьбы и времени, если бы критик оказался осыпан наградами, избираем число почетных граждан, обласкан, завален премиями, одет в кольчугу орденов, вознесен при жизни на постамент, помещен в золоченый зал. Алексей Афанасьевич прекрасно это понимал и мужественно принимал все удары судьбы, и, кажется, каждый удар, оставляя рубцы на сердце, подкреплял силу его духа. Может быть, Алексей Афанасьевич – последний боец в нашей критике, который мог сказать то, что думает, не оглядываясь на то, что скажет княгиня Мария Алексеевна, или на то, сколько ему заплатят. Алексей Афанасьевич не издал толстых монографий, творческое наследие его скромное, когда я писал. Но то, что он оставил, это чистое отборное зерно. Он обладал безупречным эстетическим вкусом. О художественном произведении он не говорил вокруг да около, постно пересказывая сюжет. Из своих устных выступлений он не делал дешевого шоу. Его аналитический ум позволял ему дать точную оценку, раскрыть глубину содержания художественного произведения, вписать его в контекст литературного процесса. От нас уходит мастер, человек необыкновенной силы духа, высокого интеллекта, яркий и справедливый критик. Я не отказываюсь ни от одного слова, кроме того, что наследие его оказалось огромным. 3 тома для критика – это очень немало. Вот, и тексты его очень плотные, там нет лишних слов. Они мастерски отработаны в жанрах критики. Это и статьи, интервью, и выступления за круглым столом и так далее. Поэтому Алексей Афанасьевич – человек, который, литератор, который обозревал весь литературный процесс от начала до конца. Он всю литературу держал перед глазами, обозревал. Ну, конечно, одно из его мало замеченных и маловидных произведений, за которым стоит огромная техническая работа, это полное собрание стихотворений на удмуртском языке Флора Васильева со справочниками. Как легко работать сегодня исследователю, изучающему, потому что там каждое стихотворение, когда написано, где опубликовано, и можно проследить за каждым днем его стихи. Вот то, что я хочу сказать. Спасибо за внимание. С Алексеем Ермолаевым я знаком около 70 лет. В 1951 году я поступил в Моргенское педучилище. Он там учился уже на 3-м курсе.
Там долгое время работал литературный кружок. Екатерина Алексеевна Коновалова вела этот кружок, воспитала многих писателей, журналистов, артистов даже в своем кружке. И я, узнав об этом кружке, конечно, пришел туда, потому что уже пописывал стихи. Вот мы писали стихи, обсуждали, будто бы правили. Когда считали, что это уже достаточно, несли в газету «Ленин-Я», районная газета была, или посылали в Советскую Удмуртию, газету «Советская Удмуртия», и там кое-какие наши стихи печатали. И Екатерина Алексеевна так точно она знала, писали там какое-то сочинение, на вольную тему сочинение, писали стихи, представили. Один из наших написал об электричестве, он сказал, этот будет инженер. Мне сказал, этот, может быть, будет поэт. А этот будет критик. Потому что он уже тогда, он стихи не приносил, сидел, слушал, но очень емко подсказывал, где не так и где, как можно сделать. Вот так он, она определила его будущее. А потом, закончив педучилище, он был направлен только что открывшийся факультет журналистики за 2 года до этого в Московском университете. И наши издатели, поняв, что есть такая возможность подготовить издателя по всем правилам выученного в Московском государственном университете, направили его на этот факультет журналистики. Он приезжал, в педучилище появлялся, конечно, я расспрашивал, как там, и в конце концов я тоже решил идти по его следам. То есть он у меня оказался впереди идущим, ведущим. Вот, ну, особая история, там у нас землячество образовалось. Когда сюда приехали мы, здесь у меня такое стихотворение, посвященное нашей тройке: Чернов, Ермолаев, Ванюшев. Нас встретили, как будто бы мы привезли с собой кусок огня. Вот на мероприятии по передаче архива Ермолаева, здесь государственный архив, мы показывали уже одно выступление, там очень жесткое выступление в газете. 3 друга охаивают, разрушают удмуртскую литературу. Так нас встретили. Ну, Александр Григорьевич уже очень емко, кратко, но емко рассказал об особенностях творчества Алексея Афанасьевича. Я хочу подробнее остановиться на том, о чем он тоже сказал, о сборниках стихотворений Флора Васильева. Я об этом уже с болью писал. Во-первых, выступил на конференции флоровских чтениях в Глазове, и мое выступление было напечатано в сборнике небольшого тиража. Потом вошла эта статья в мою монографию «Вязь идей, времен, событий». Я очень кланяюсь, благодарю. Библиотека выпустила в электронном виде. Вчера зашел в ваш сайт, вижу, моя монография, 500 страниц монография, моя выложена в электронном виде
в вашем сайте. Очень благодарен, потому что книга эта готовилась тоже с помощью работников библиотеки, тоже очень благодарен. И выпущена была тиражом 50 экземпляров. Эта статья называется «Незамеченный подвиг исследователя». Мы говорим, что он критик. Действительно, критика – это и литературоведение, и журналистика, и публицистика, и литература. Но вот эти книги, это, конечно, исследовательские книги, «Незамеченный подвиг» Ермолаева. Вот эту книгу я почему попросил, чтобы я мог показать. Союз писателей, правление Союза писателей выходило с предложением, выдвигало на государственную премию Удмуртской республики вот эту книгу. И правление поручило мне выступить там перед комиссией. Я стал рассказывать о том, как создавалась эта книга и так далее. Вот. Один из членов государственной комиссии вот так потряс, сказал: за эту книгу, за такую лапшу, государственную премию, и весь разговор. То есть, я сказал, что критик не будет ославлен орденами и медалями, но вот эту работу, я думаю, что мы вместе с библиотекой можем поднять Постараемся. так, что, значит, прежде всего, 1667 стихотворений в этой книге. Каждая датирована по черновикам, датирована, обозначена в каком издании, на какой странице в оригинале они вышли. Мало того, на какой странице вот в этой книге в переводной находится и так далее. Вот. И эта книга содержит такую же систему, такую же сетку ссылок и на эту книгу, и на все сборники Флоры Васильевой. К сожалению, такой богатой возможностью ориентироваться в наследии Флоры Васильева, наследии обдуманным, продуманным человеком, который знал Флору Васильева так, как знал Ермолаев Флора Васильева, конечно, нет такого человека. И он вполне заслуженно для себя мог сказать: в лице Флора Васильева удмуртская земля родила гения. И я думаю, что и вот взаимные вот такие ссылки и в этой книге, и в этой, что еще очень важно для поэзии Флоры Васильева, много переводили его, конечно, у Флора многие стихи не озаглавлены, поэтому заглавками становились первые строчки. А по переводу не знаешь, он не точно же переводит переводчик, и поэтому найти было трудно, зная оригинал, найти перевод, даже если есть название. И поэтому вот эти справочники помогают. Вот взаимные ссылки на эти книги. Мало того, он выпустил еще вот такой указатель отдельный. Выпущен этот указатель
на скромные деньги пенсионера тиражом 100 экземпляров. Тиражом 100 экземпляров. Вот я пришел сюда с предложением было. Значит, от нашего имени предложить, чтобы этот справочник был издан так, чтобы он имелся в каждой библиотеке, включая сельские библиотеки. Но у меня, пока я шел, созрела другая. Надо нам с библиотекой, может, включая наш институт, выполнить проект. Электронный проект вот с этими книгами. Я думаю, что в электронном проекте даже каждую книгу отдельно и выпускать не надо, потому что там с ссылками будет обозначено все. И мы узнаем дату написания, в каком сборнике, где, как называется на русском языке, и где они опубликованы. Алексей Афанасьевич, где-то так делился со мной и говорил, ведь надо же, ведь сюда вошли только по одному переводу, а у Флора одно и то же стихотворение переведено 3-4 переводчиками. Вот у меня еще остается, но он все-таки выпустил еще такую книгу «Ктункена Бердетела Бурдо». Где-то плачет птица. Вот там он хотя бы несколько стихотворений именно показал, как перевел тот или иной переводчик. А зачем нужно, если один перевод уже имеется? Нужно. Они разные. Нужно, потому что один увидел то, другой другое. У одного интерпретация одна, у другого иная. А для меня, для читателя, зачем это нужно? А для того, если я не знаю оригинала, скажем, да, я больше, точнее узнаю оригинал, потому что один переводчик то увидел, другой немножко упустил и так далее. Поэтому я думаю, что нам нужно серьезно продумать и заявить проект этот. Вот такой вариант. Василий Михайлович, мы вас еще не отпускаем. Маленький комментарий. Эти книги нам очень помогли. Буквально на днях, 8 марта, поступил запрос из администрации Причалова. Подобрать стихи классиков, посвященные женщине, матери, бабушке. Мы, зная, что у Флора Васильева очень много стихотворений посвящены женщинам, и переводчиков этих стихотворений более 50, мы обращались как раз к этим книгам. И разные переводы совершенно разную информацию несут. Возвращаясь к государственной премии и лапше, мы библиотекари называем вот такой толщины книги лапша. Так называем. И сегодня, услышав из ваших уст, мне стало смешно. Значит, наша комиссия рассматривает не по содержанию, скорее всего, наверное, а по толщине. Василий Михайлович, вы очень хорошо рассказали об исследованиях, об Алексее Афанасьевиче как об ученом. Но нам был настолько интересен случай на волейбольной площадке, что я бы попросила его рассказать нашей аудитории, потому что не каждый вернется к журналу и прочитает ваши воспоминания об этом случае. Но мне кажется, этот случай характеризует Алексея Афанасьевича как личность прежде всего. И это его позиция, справедливость, прошла через всю его жизнь. Да. Конечно, очень много случаев я могу вспомнить даже. С Ниной Георгиевной вот сейчас сидели, вспоминали, как я получил приз Нины Ермолаевой, книжку на рыбалке с Флором. Приз был обещан так: кто на Волошке
они занимали дачу там, и мы уже в темноте туда приехали, и с утра надо было обратно отплыть. И поэтому они меня пригласили, сказать, у нас все там готово, будете с пловом рыбачить утро. Значит, утром мы встали, один случай, к тому вернусь. Встали, взяли удочки, побежали. Пруду, все готово, значит, наживка, все есть. Ну, наживки пока никакой нет, удочки взяли. Он свернул с дорожки, а у него, оказывается, целая ферма червей. Он воспитывал червей там. Вот. И, значит, приз был обещан такой. Кто больше одной рыбки поймает, тому приз. Книга приз Нины Ермолаевой. Вот. Значит, бегали, ходили, ну, не клюет. Ну, одну такую маленькую рыбку я поймал. Потом смотрю, где-то трава вот так зашевелилась, такой высоты над водой. Ага, кто-то ведь там задевает эту травку. Значит, кто-то там плавает, опустил туда и одного вот такого подлетчика поймал. И, конечно, Флору было очень обидно, он считал себя хорошим рыбаком, а приз оказался улетать. Он поймал одну рыбку для меня. Ну, действительно, педучилище, первый курс, он на 3-м курсе был. Осенью еще. Во дворе волейбольная площадка была. И я тоже встал. Ну, а там играют уже 3-й, 4-й курс. А я первый, такой маленький. Значит, ну и берут, наверное, плохо. Со старшеклассники пришли и меня вытеснили. А тут оказался Алексей Ермолаев. Он так возмутился этим, что пришел и сказал: вот давай вставай и стой, никуда не уходи. Да, действительно, это было первое впечатление справедливости и заступничества. Я до сих пор благодарность вспоминаю. А где-то вот написано, что ли? Да. Спасибо. Первый курс это был. Да, первый курс. Мы почерпнули эту историю из журнала, из вашей статьи. Да, я тоже первый раз слышу. Джейджбур Алексей Афанасьевич в журнале «Кенеш», но 2009 год. Поэтому я и говорю, что нужно рассказать очевидцам этой истории. Так, еще хочу прочитать некоторые строки из книги Алексей Ермолаев «Известный и незнаемый». Это статья Андрея Ермолаева, отрывки. Меня всегда удивляло, как мать точно чувствует состояние отца. В сложные для него больничные моменты она всегда оказывалась рядом. Помню январь 1981 года. Отцу сделали первую операцию на сердце в городе Горький, и мать проводила здесь очередной отпуск. Опять январь 1994 год. Отец с оперированным мозгом лежит в 7-й медсанчасти Ижевска. Ему вырезали огромную гематому, образовавшуюся после избиения. Мать вдруг срывается с места, выключает недоваренную в бульоне курицу, хватает пальтишко полегче и бежит на автобус до 7-й медсанчасти. Надевает пальто уже в автобусе. Прибегает в палату, у отца судороги предсмертия. Кладет ему в рот спазмолгон, делает массаж сердечных точек. Не было бы вас в этот момент, он бы умер, говорит ей потом палатный врач. Раннее майское утро 2000-го мать забывает выключить чайник, не позавтракав, бежит в больницу к отцу. Прибегает, чтобы успеть остановить машину, в которой его повезли было на операцию желчного пузыря. Когда бы ни лежал в больницах отец, мать ходила к нему ежедневно, и он выкарабкивался из самых невероятных состояний. Нина Георгиевна Ермолаева, журналист, литературовед, можно сказать уже сегодня, член Союза журналистов России, член Союза писателей России, да, Нина Георгиевна? Да. Этот человек служил мне просто женой. Она была музой, она была тем
двигателем, который спасал Алексея Афанасьевича, который позволял ему творить, жить, работать. Инна Георгиевна, пожалуйста, вам слово. С Алексеем Ермолаевым мы познакомились на 3-м курсе факультета журналистики МГУ. До этого учились в разных группах, пока их не слили в одну из-за большого отсева неуспевающих. И с тех пор прошли вместе по жизни более 50 лет. Антуан Сент-Экзюпери в книге «Планета людей» пишет: «Любовь не там, где смотрят друг на друга, а там, где смотрят в одну сторону». Вот так мы и шли по жизни, по одной параллельной дороге, именно по одному направлению, смотря в одну сторону и делая одно дело. Но какая за эти годы мне высветилась основная черта характера Ермолаева? Это верность, нескончаемая верность в любви, в дружбе, в долге самому себе обозначенном перед удмуртским народом. Но уже из выступлений предыдущих понятно, что он начал служить удмуртскому народу еще студентом МГУ, когда он все свободное время проводил в закрытом фонде библиотеки Ленина, переписывая, перефотографируя произведения, стихи, потом пьесы, «Дитя больного века» Кедрамитрия, например, книги Кузьба и Герда. Вот его верность сочеталась с бескорыстием. Вот 2-3 примера приведу. Игнатий Гаврилов, знаменитый удмуртский писатель, он ему говорил: «Алексей, удивляюсь твоему бескорыстию. Вознаграждение за работу над рукописями ты не берешь, подарки ты не принимаешь». После того, как уже не стало Игнатия Гавриловича, Ермолаев нашел наброски для повести «Гвардейцы», систематизировал их, издал, и также фронтовые блокноты Игнатия Гаврилова. Спрашиваю его: «Ну и какой гонорар ты получишь?» Он мне отвечает: «Вот я хотел с тобой об этом поговорить. Я не могу взять себе этот гонорар. Я хочу отдать его Клавдии Кузьминишне, вдове Игнатия Гавриловича, который тем более живет на пенсию». «Ну ты правильно решил, так и сделай». Потом уже он издает 3-томник, составляет Игнатия Гаврилова, альбом Игнатий Гаврилов. Естественно, о гонорарах я его уже не спрашиваю. Они все уходят по тому же адресу, Клавдии Кузьминишне. Я считаю это правильным. И до сих пор, какие бы у нас финансовые проблемы в жизни не возникали. Раз в неделю к нам приходил Петр Чернов, чтобы прочитать Ермолаеву то, что он написал за эту неделю, чтобы получить его оценку, его поправки, его предложения по совершенствованию написанного. Много труда вложил Ермолаев в последнюю прижизненную книгу Петра Чернова «Песни моей молодости» в удмуртском языке. Ну, каким-то образом тогда выделили премию, но он над ним много работал и окончательное редактирование провел. Каким-то образом там правительство выделило гонорар автору и редактору. Ермолаев от своей доли отказался, сказал Петру: «Эти деньги тебе помогут стать независимым, а с моей стороны это просто дружеская услуга». Вот так вот его многочисленную работу, отзывы, рецензии, редактирование разных рукописей так и принимали все как дружескую услугу. Нина Георгиевна, я тут хочу пояснить, что Алексей Афанасьевич с 1979 года был
на профессиональной литературной деятельности. Да. Хочу пояснить, что он официальную зарплату нигде не получал. Только пенсию получил. Только пенсию и вот эти гонорары от работ, от рецензий, от книг. И этим он жертвовал и помогал друзьям и знакомым. Вот, ну, наверное, что-то могут сказать 38 писем, написанным Геннадием Красильниковым за 3 года его работы в Волнаше после окончания литературного института, пока не избрали Красильникова председателем Союза писателей. То есть ему тоже нужны были советы критика Ермолаева. Но главное все-таки работа в его жизни, это была работа в течение 27 лет над творчеством Флоры Васильева, нашего семейного друга. Шмыгина, это преподаватель Глазовского университета, пишет, что статья о Флоре, имея в виду предисловие вот к последнему большому тому стихотворения, пронзительна. Она будто выхвачена из самой души удмуртского народа. Вот я считаю, что Ермолаев и жил так вот в унисон со своим удмуртским народом. Всегда для него это было главное служение удмуртскому народу. Много уже говорили о последних 2 больших прижизненных, после смерти Флоры 2 томах, вот, «Калгурьёс» и стихотворения, и в указатели к ним. Тут нечего даже добавить, кроме того, что вот этот указатель, мне говорят иногда, ну вот что ты такую маленькую книжонку нам показываешь, даешь. Но ведь мало золотник, но дорог. Вот. Он сделал, Ермолаев, нечто такое, чего не было и нет в мировой литературе, потому что стихи зарубежных поэтов переводят на русский, и стихи русских поэтов переводят на зарубежные языки. Но вот до такого указателя еще никто не додумался. Вот надо 1 минуту, чтобы открыть этот указатель, прочитать вступление, и 2-3 минуты, чтобы найти любой оригинал на удмуртском языке по русскому переводу. И наоборот, по удмуртскому оригиналу переводы на русский по всем сборникам, не только по этим 2. Вот так. Что еще сказать? О своих книгах, Инна Георгиевна, расскажите. О своих книгах расскажите, которые вы уже после смерти Алексея Афанасьевича собрали. Ну что там говорить о моих книгах? Вот. После него вот я издала под его фамилией Кузебайгер «Посмертная маска». Считаю, еще недорого заплатила, всего 50 тысяч за нее. Вот. Ну что там значительно? Там впервые я опубликовала переснятую им в фонде закрытом библиотеке Ленина книжку Кузебайгерда «Искусство в быту Ватяков», о которой даже никто не подозревал, что она вообще на свете существует. И книжку «Песни маломышских ватяков», которая считалась утраченной. Так пишет Ермаков, по крайней мере. Вот. Ну, по-моему, как-то еще не поняли, что это такое. Вот я сожалею, что я не смогла иллюстрации к искусству в быту Ватяков опубликовать. Вот наскребла деньги только вообще, вот, чтобы сдать эту книгу. А надо было как-то поднатужиться, и многочисленные иллюстрации Герда тоже издать надо было. Вот это моя недоработка, я считаю. Вот. Ну, остальные книги как-то само собой создавались. Не знаю, каким образом. Что-то двигало, что надо создать вот книгу. Алексей Ермолаев, известный, незнаемый, куда вошли воспоминания о нем разных людей. Вот. Ну не все, что мне писали там. Кто-то выбрасывал какие-то факты. Вот.
Например, редактор издательства Лидия Васильевна Перевозчикова написала в своих воспоминаниях, что когда директор издательства Петр Яшин уходил в отпуск или уезжал в командировку, Алексей в это время, значит, хватал рукопись Флора Васильева, Степаниды Ивановой, еще чего-то, и бежал с ними в типографию. Возвращается Яшин, а уже ничего не поделаешь, уже набор типографский, значит, книга выходит. Вот кто-то это выбросил, но это у меня хранится в черновиках ее рассказ. То есть вот из-за этого, значит, его Яшин и вытеснил в итоге из издательства. Он придумал такой ход. Сначала меня вытеснил. Вот каждый в течение 6 месяцев вызывает каждый день. Нина Георгиевна, опять сегодня звонили из обкома партии против вашей ермолаевской семейственности. Говорю, так была заявка обкома партии на нас, 2 супругов, в МГУ, в университет, чтобы сюда направили. Ну, это когда было, а сейчас тебе надо уходить. Ну вот 6 месяцев я терпела, потом ушла, тем более меня позвали работать на телевидении. Как так неожиданно. Вот. А к Ермолаеву он другой метод применил. Он, значит, этот метод хорошо прослеживается по книге книга издания Удмуртской республики, 2005 год издания. Там, значит, приказы приведены Яшина, что за ошибки, допущенные в книгах, вот, и исправленные потом, значит, уже во время типографского процесса, вычитать за эти ошибки из зарплаты главного редактора издательства Ермолаева. Там несколько таких приказов, так что он оставался даже без зарплаты часто. Но не сетовал, он держался. Я ушла в 1971 году из издательства, он еще задержался после меня на некоторое время, но потом не выдержал. Еще и с другой стороны, значит, Яшин его заставлял подписывать письмо в Госкомиздат о том, что издательство Удмуртии отказывается от дотаций. А тогда давали дотации всем краевым, областным и национальным издательствам, потому что тиражи маленькие были, они не оправдывали издание. Ну, 2000-е тиражи обычно. Он отказывался подписывать это письмо. После него уже подписал сменивший его другой главный редактор. И пошло вытеснение удмуртской литературы из изданий, потому что стали издавать классиков русских огромными 100-тысячными тиражами. Не могли удмуртские издания с ними соперничать. Вот до сих пор вот из-за этого вот у меня тоже душа болит, так, как она болела у Алексея Ермолаева. Вот. Но потом еще, значит, на него наскок был по другой линии. Значит, к нему приходил майор КГБ, вернее, к себе вызывал, и заставлял его быть сексотом. Вот. Говорил, иначе у тебя карьера не сложится. Объясните аудитории, сексотом быть. Сексотом, секретным агентом, секретный сотрудник. Вот что такое сексот. Тогда это будет, да и сейчас это тоже, да, сейчас ФСБ называется, тоже, значит, идет агитация, там, кто будет служить. Я считаю это Иудой быть. Вот Ермолаев отвечал, а меня не интересует моя карьера, меня интересует моя честь и честь моего народа. Вот. То есть вот верность, бескорыстие и честь им понимаемая, то, что им двигало в жизни. Мы надеемся, что сегодняшняя наша встреча заставит вас видеть в Алексее Афанасьевиче Ермолаеве, если не героя нашего времени, то, по крайней мере, человека, которому можно подражать. Мы надеемся,
надеемся, что он останется для вас не до конца прочитанной книгой, и вы захотите вернуться к его бумажным книгам, к электронным изданиям, которые представлены в нашей электронной библиотеке.